сегодня, вчера и все эти дни и Россия, и Украина отмечают 200-летие великого украинского и русского, я хочу так сказать, поэта, прозаика, художника, этнографа Тараса Шевченко. Вот много говорить я не хочу, но мне кажется, вот есть такая фраза. Гоголь сказал о творчестве Шевченко такие слова. Русский и малорос. Две души близнецов. И отдать предпочтение одной стороне перед другой просто невозможно. Вот я думаю, что вот эта вот фраза, которая прозвучала из уст великого русского писателя и в то же время соотечественника Тараса Шевченко, говорят в принципе все о Шевченко и о нас с вами, о русских, о украинцах, о нашей великой дружбе. И я являюсь уже свидетелем второго такого публичного большого мероприятия, посвященного юбилею Тараса Григорьевича Шевченко. Я хочу сказать, что был на концерте Украинского общества «Громада». Замечательный концерт, хорошая подготовка и такое количество публики меня очень удивило, обрадовало и за душу взяло все, что произошло, и все так красиво, достойно. И биография, творчество Тараса Григорьевича Шевченко, она всемирно известна, не нужно этого подчеркивать. Просто хочу сказать, что тот факт, что с детства, неважно где ты учился, в маленькой деревенской школе, в больших средних школах, в городах, ты изучал творчество Тараса Григорьевича Шевченко. Это уровень, это значимость великого писателя, поэта, художника. И то, что в одном человеке сливается, что художник, и поэт, и этнограф, это очень важно, и все в его творчестве это проявляется. Я очень рад, что наша библиотека, национальная библиотека, имеет достойное количество в своих фондах выставочного материала, произведений, и очень важно, чтобы мы проводили такие вот на таком достойном уровне эти презентации, эти выставки. Они очень актуальны, нужны. Особенно в наше время. Мы все знаем, какая тема сейчас обсуждается. Я хочу сказать, мне очень нравится украинский язык и украинские песни. И только вот эти вот моменты помогают понимать душу, красоту народа. С удовольствием хочу приветствовать вас и поздравить с открытием этой замечательной выставки. Вот в то время, которое сейчас переживает наша дружественная страна Украина, даже республика, можно сказать, наша родная Украина, я думаю, что вот творчество Тараса Шевченко, его наследие поможет разуму, поможет добрым сердцам одолеть то зло, которое сегодня пока еще висит над Украиной. Я думаю, что вот сейчас буквально в эти минуты идет митинг у Вечного огня как раз вот в поддержку украинского народа, в поддержку Крыма, чтобы вот эти республики, все-таки они остались независимы и не попали ни под чье иго. Я думаю, что выставка очень интересная. Действительно, наши прекрасные партнеры вместе, библиотека национальная, наша республиканская, всегда нас поддерживает в этом, наше национальное культурное объединение и всегда открывает, пусть вот не всегда приспособлено, но мы думаем, что откроется через год прекрасные залы, и мы уже там будем включать. Наверное, каждый год будем и чтецов конкурс проводить, и выставку Тараса Шевченко. Я думаю, что театр, который есть, любительский при обществе «Громада», обязательно поставит спектакль по произведению Тараса Шевченко. Всех праздничных. Итак, обратимся к первому разделу. Первый раздел наш называется «Все он изведал. Жизненный путь Тараса Григорьевича Шевченко». Литература данного раздела раскрывает перед нами биографию великого поэта. Здесь представлены и первые издания о биографии Тараса Шевченко, тут написаны Бельчиковым, Владимирским, и более поздние издания, значит, которые явились результатами долгих поисков нового о поэте. Такова, например, книга Петра Журдума «Про огонь», которая рассказывает о самом плодотворном периоде творчества поэта, когда были созданы такие шедевры революционной поэзии, как «Сон», «Еретик», «И мертвым, и живым», «Кавказ» и другие.
И, конечно же, Ксения Шикова «Все он изведал», которая дала название разделу. В этой книге повествование о жизни Шевченко переплетается с исследованием о его творчестве и отрывками из его личного дневника. Конечно, также следует обратить внимание на критико-биографический очерк на английском языке, представленный в разделе авторства Максима Рыльского и Александра Доча. Называется «Тарас Шевченко». И, конечно же, следует обратить внимание на его дневник, на его личный дневник с его иллюстрациями. Далее. Литература второго раздела познакомит вас с творческим наследием Тараса Григорьевича Шевченко. Мы назвали его так: «И выкормленный хлебом тем народ, острее ощутить себя народом». Творческое наследие Тараса Шевченко. Данные строки взяты из поэмы Виктора Овчарова «Шевченко в Астрахани». Мы подумали, что они замечательно подходят для названия данного раздела, потому что, так сказать, последователь Шевченко, другой украинский поэт, таким образом назвал творческое наследие своего великого предшественника, называет его хлебом, который вскормил украинский народ. Творчество Шевченко очень разнообразно. Мы, конечно же, знаем его как поэта, так и художника. В разделе представлен сборник «Кобзарь», самый известный, пожалуй, из написанного поэтом. Затем следует обратить внимание на издание иллюстрированной поэмы Катерины Динамичко, которая раскрывает одну из любимейших тем поэта в литературе. Это «Горькая доля женщины низшего сословия». Имеется в разделе и сборник стихов Шевченко на украинском языке. Также интереснейшим экспонатом раздела является книга стихотворения «Завещание на языках народов мира». Это книга одного стихотворения, проникнутого невероятным патриотизмом и любовью к родине, которое на всех языках мира звучит одинаково торжественно и трогательно. Также украшением раздела являются репродукции картин Тараса Шевченко и сборник открыток, выпущенных к столетию со дня смерти автора. Следует обратить особое внимание на картину «Катерина», которая является фактически иллюстрацией к одноименному произведению автора. Данное полотно, изобразившее беременную женщину, обобщая образ некого символа, явилось настоящей вехой в развитии графического реализма в украинском искусстве. И, наконец, третий раздел «Слава твоя, не море, не пляжи. Шевченко в системе мировой литературы». Надо сказать, что творчество Шевченко интересно и ценно, конечно же, как материал для изучения с точки зрения литературоведения и истории. В раздел включены статьи Барабаша, «Национальная история мистериального освещения» по мистерии Шевченко, «Подземелье», «Генезис структуры и история София», Анинский и Шевченко, Аникина статья. Конечно же, следует обратить внимание на статьи исследователя Юрия Яковлевича Барабаша, который изучал творчество Гоголя и Шевченко, двух этих поэтов в сравнении. Он проводит параллели между этими двумя украинскими писателями. Вот, и в разделе представлены его статьи «Художник петербургский», «Гоголь», «Портрет Шевченко», «Художник. 4 фрагмента» и «Модерный протеже», «Проза Шевченко». Также следует обратить внимание на книгу «Самозванцы и пороки» Николая Костомарова, которая также содержится заметки о Шевченко. Надо сказать, что Николай Костомаров был хорошим другом Тараса Григорьевича. На исследование Маргулиса, Шевченко и русские историки-демократы. И сам исторический путь Шевченко нашел отражение в художественной литературе. В нашем третьем разделе представлены такие художественные произведения украинских, русских и, конечно же, еще русских поэтов. А Шевченко такие, как Шевченко на Дунае, поэта Букова, с тем, вот, о чем говорилось ранее уже, Шевченко в Астрахани. И обратите внимание на данный интересный экспонат. Это стихотворение известного украинского поэта Гаврилова «Тарас Шевченко, Тарасу Шевченко». И сборник сказок, не сказок, а повестей и рассказов
о Шевченко, автор Александра Ильченко, полторы сказки. Я думаю, что Тарас Шевченко навсегда останется жить в наших сердцах, и его творчество, его интересный творческий путь всегда найдут отражение как в литературе, как в научной, так и в художественной. Я вот 22 года прожил на Украине, и в школе мы изучали Шевченко досконально, да? Но только здесь, в Удмуртии, мне посчастливилось вот по сказке сотрудников Национальной библиотеки прикоснуться к драгоценной книге. Это дневник Тараса Шевченко, знаете. Ведь его невозможно читать без волнения. Также вот тут вот представляли завещание на 150 языках мира. И прямо мы когда проводили первый конкурс чтецов произведения Шевченко среди детей, многие вот национальные культурные организации попросили, вот мы растиражировали как бы на их языках и раздавали, чтобы они у себя тоже это стихотворение изучали. Ну, невозможно, конечно, было как бы пройти мимо такого юбилея. Сама история нам дала возможность прикоснуться вот еще раз к жизни и творчеству Шевченко, отмечая его славный 200-летний юбилей. Ну, не все знают, что он, кроме прекрасным поэтом, он был еще и художником. И он нарисовал больше 800 картин. Но что интересно, что признание он получил как автор гравюры. То есть это такая, то есть он рисовал эскиз, зарисовка, значит, пейзаж, памятники, храмы, портреты. А потом он это переносил на медную пластинку, которая покрыта воском, иголкой выводил узоры, потом эта пластинка отравилась и получались такие матрицы. Из этих матриц потом можно было делать репродукции. И он говорил, что я хочу творить для народа, потому что если я буду рисовать в одном экземпляре, естественно, эти картины, где они осядут? Они осядут у богатых. А простой люд не сможет их лицезреть. И поэтому он вот достиг очень высоких высот в этом жанре. Ему первым в России было представлено звание академик гравюры. Само наследие Шевченко, оно обращено к детям. Оно учит, как можно достичь всего, не имея, так сказать, материальных благ. То есть простой крестьянский, крепостной мальчишка сам пробивался своим талантом, да, как его оценили и каких высот он достиг. И поэтому вот сейчас наша задача как раз творчество Шевченко доводить до сведения детей и юношества. Вот. Старшее поколение, оно как бы кое-что знает, где-то наслышано, но детям это интересно. Вот мы 2 марта проводили второй республиканский фестиваль. Значит, если в первом были дети из 18 учебных учреждений, так вот 2 марта уже было 32 учебных учреждения с Ижевской, со всей республики. И дети прекрасно освоились, и прямо вот со слезами на глазах вот, многие зрители слушали вот этих ребят. Но наше мероприятие мы открыли 25 февраля. Если вы помните, 25 февраля по старому стилю как раз день рождения Шевченко. Единственное название, которое есть в Ижевске, это улица Шевченко в Ленинском районе. Мы поэтому в прошлом году вышли с инициативой перед администрацией города Ижевска. И комиссия по увековечению, по названию улиц нам дала добро. И мы на углу улиц Шевченко и Островского, там красивый
двухэтажный офис построен, с собственником мы договорились, и мы там 25 февраля открыли мемориальную доску. Польза юбилея заключается прежде всего в огромной просветительской работе. Именно в такие дни мы как-то и освежаем свои знания, и углубляем их, и, может быть, что-то новое узнаем. И действительно, когда такой юбилей, 200-летний юбилей большого, крупного, талантливого человека, это в особенности служит поводом к тому, чтобы, быть может, новыми глазами прочесть его книги, может быть, прочесть действительно вот дневники, то, что нам раньше было недоступно. И я бы, конечно, хотела обратить внимание на те поразительные цифровые такие данные, которые, конечно, сразу возникают у нас в памяти, когда мы говорим о Шевченко. Шевченко родился 25 февраля и скончался 26 февраля. Вот прожит полный год. Полный, понимаете? Вот как-то вот все так завершено. Конечно, жизнь короткая, 47 лет он прожил. И вот так, вы знаете, вот день за днем, да? И меня не удивило, что вот общество «Громада» открывало мемориальную доску 25 февраля. Конечно, да, потому что это действительно значимая цифра. Потом мы все с вами знаем, что он родился в один год с Лермонтовым. И, конечно, каждый обратит внимание на портретное сходство, правда? Вот просто даже, знаете, удивительное просто сходство, удивительное, с великим русским поэтом. И это, как мне кажется, все-таки является знаковым, потому что действительно вот что-то слитное, нераздельное есть в русской и украинской культуре, литературе, и все творчество Шевченко лишний раз это подтверждает, потому что на самом деле мы знаем, он писал и на русском, и на украинском языке, так ведь? У него есть и проза, и стихи на том и на другом языке. А в нашем сознании творчество Гоголя, оно вообще как бы не разделяется на два эти русла, а удивительным образом объединяет это. Вспомните и язык «Вечеров на хуторе близ Диканьки» и многие другие произведения Гоголя. Действительно, это настолько слитно, настолько нераздельно. Ну и потом, конечно, когда мы говорим вот в целом о тематике творчества Шевченко, то, конечно, каждый непредвзятым взглядом, потому что действительно в интернете сейчас публикаций очень много, непредвзятым взглядом читая стихи Шевченко, должен заметить, что это борец за справедливость, за свободу. И вряд ли можно согласиться с теми, кто трактует многие его стихи как стихи, направленные против именно русского давления, какого-то гнета, подавления. Нет, конечно, нет. Если мы будем читать действительно непредвзято, внимательно, вчитываясь, беря в контексте творчества, то мы убедимся, что в творчестве Шевченко, Гайдамаки достаточно для этого вспомнить, стоят прежде всего мотивы любви к родине, к Украине, любви, боли за ее страдания, связанные прежде всего с историческим прошлым Украины. Это, конечно, стихи, направленные против крепостного права, и в стихах Шевченко всегда крепостное право одинаково угнетает поляка, украинца, русского. Одинаково. Но помимо этого, что можно сказать? Действительно, огромное количество литературных произведений в стихах и в прозе. Огромное количество. И причем, если мы говорим вот о литературном, прежде всего, творчестве Тараса Григорьевича Шевченко, то начинал он, как многие, не случайно Лермонтова упомянула, как романтик. Начинал как романтик. И об этом мы с вами знаем, конечно. А в дальнейшем его творчество приобрело реалистическое наполнение. И здесь он испытывал значительное влияние и Пушкина, и разночинских, извините, критиков разночинских, которые работали, неправильно употребила слово, которые работали в журнале «Современник», я имею в виду и Белинского, и Чернышевского, и Добролюбова, оказавших на него значительное влияние. Но что я еще бы хотела сказать? Конечно, я всю жизнь работала учительницей в школе, преподавала русский язык и литературу. Я хочу сказать, что детям очень интересны стихи Шевченко, они вызывают очень живой, глубокий отклик. Они с огромным удовольствием их и заучивают, и читают в классе. И вот эта вот эмоциональность, вот это вот умение вложить душу в стихи свои, и в стихи, и в прозу, она прежде всего позволяет
отмечать 200-летний юбилей, это прежде всего все то, что отдано людям, всегда откликается, всегда отзывается, никогда не умирает, сохраняется в благодарной памяти. Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого, на вкрайній мілі, щоб лані широкополі, і Дніпро, і кручі, було видно, було чути, як риви ревучі, як понесе з України у синє море, кров ворожу отодія, і лани, і гори все покину, і полину до самого Бога, молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій, не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Значит, Михаил Петров много переводил Шевченко. Я несколько слов хочу сказать о Михаиле Петрове. Во-первых, это мой отец, мне приятно говорить. Во-вторых, он считается лучшим переводчиком Тараса Шевченко среди народов России, тогда еще Советского Союза. Он занесен как лучший переводчик в энциклопедию Тараса Шевченко. Петров вышел из бедной, очень бедной крестьянской семьи. Тарас Шевченко, ну понятно, вообще был крепостной, нищий, а тоже деревенское детство. И вот посмотрите, Петров прекрасно владел немецким языком. Кстати, он знал 8 языков, тоже как-то об этом не говорится. Немецкий для него был как второй родной. Он читал Гейне, Генриха Гейне, это его, кстати, был любимый поэт. Я немножко не могу понять, что он может привлекать вот в этих суровых, немножко мрачных немецких балладах. Но он очень много переводил Гейне и Лермонтова, особенно Лермонтова. А теперь вот я хочу тоже напомнить баллада Тараса Шевченко. Как у Катерины про помостье хата. И в 2 словах расскажу про эту балладу. В принципе, я нашла этот же текст практически у Лермонтова, практически у Генриха Гейне. 3 казаков, 3 рыцарей оспаривают сердце красавицы девчины, она его отдаст только тому, кто из неволи выручит брата от крымского хана. 3 рыцарей, казаков, запорожцев, отправляются выручать брата, 1 гибнет в порогах, 2-го в Бахчисарае посадили на кол, но возвращается с братом израненный запорожец. И девчина ему говорит: так це, мой милый, это не брат, я вас обманула. Суровая баллада, запорожцы побратались, а голова Катерины скатилась на помост у хаты. Генрих Гейне, Тарас Шевченко, Михаил Лермонтов. Поэтому вот как сказали, что души там славян, украинцев, русских близнецы. А вот души, наверное, удмуртов и украинцев, если не близнецы, то братья. Вот я столько много нахожу, даже общее, вот буквально неделю прочитав Тараса Шевченко. Извините, вот я немножко вас этим отвлекла. Ну вот кто давно не перечитывал, я бы очень советовала вам почитать. И оказывается, мы находим много общего и в нашей удмуртской поэзии, и переводной поэзии на удмуртский язык. Вот я вам рассказала и Михаил Юрьевич Лермонтов, и Тарас Шевченко, и то, что Петров, вот, видимо, этому было близко и интересно, вот он находил эти баллады, и вот он их перевел. Грає море зелене, тихий день гора, дорогими для мене стали схили Дніпра, де колишуться віти закоханих мрій. Як тебе не любив